Вывести медицину республики на новый уровень, а значит снизить смертность населения в разы. Главная цель нацпроекта здравоохранения, в рамках которого в республике реализуется региональная программа по поддержке первичного звена здравоохранения. За прошедший год благодаря ей республике удалось закупить несколько единиц автотранспорта и провести ремонт в медицинских учреждениях. Приобретено 5 единиц автотранспорта для оказания первичной медико-санитарной помощи, то есть для участковой сети. Проведен капремонт в 3 населенных пунктах медицинских учреждениях. Это ФАП сельского поселения Мужичи, ФАП сельского поселения Хутор Мачиева. И также отремонтировано здание детской поликлиники Малгобекской районной больницы. В рамках программы приобретено и поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование. Современные аппараты порадовали врачей республиканской детской поликлиники. Измерить внутриглазное давление или исследовать передний отрезок глаз. Теперь возможности для пациентов-офтальмолога заметно расширились. В этом помогает пневмотонометр, новенькая щелевая лампа. А этот аппарат с труднопроизносимым названием автокераторефрактометр исследует нарушение кривизны роговицы. Результаты мы получаем более точные. То есть вот все нарушения, вот близорукость, дальнозоркость, как на народе говорят, стигматизм, мы можем выявить вот этим вот аппаратом. То есть более детальное обследование, более точное. Аппарат ЭФИ, исследующий нарушение зрительного нерва, компьютерный томограф для сетчатки глаза, фундус-камера для исследования глазного дна. Определить состояние головного мозга с помощью электроэнцефалографа теперь также не составит труда. А новенький цифровой рентгенаппарат вместо старого пленочного не просто дает изображение точнее, а уменьшает дозу облучения. Работа на таком оборудовании, по словам медиков, помогает быстрее и качественнее ставить диагнозы пациентам. Обследовать полностью, расширенный осмотр, лечение, поэтому выезд обследовать и лечение Любое обследование начинается для пациентов с лаборатории. Теперь здесь есть современный гемоанализатор крови и мочи. С новыми аппаратами при оказании медицинских услуг получение анализов не занимает больше минуты. Гематологический анализатор позволяет у нас обследовать кровь по 19 параметрам, анализатор мочи по 10 параметрам. Результаты выдаются в течение минуты на гематологическом анализаторе, на анализаторе мочи в течение 10-15 секунд посредством тест-полосок. Работа вся полностью компьютеризирована, то есть результаты анализов мы получаем на экран рабочего компьютера и передаются на рабочий компьютер педиатра или иного специалиста, который направил на данный анализ. Теперь за одну смену врачи могут принять больше пациентов, а современное оборудование помогает обследовать те или иные заболевания, не выезжая за пределы республики. В целях повышения доступности, качества оказываемой медико-санитарной помощи ряд мероприятий запланирован и в этом году. Продолжение строительства больницы, Кантышевской участковой больницы, здание для Кантышевской участковой больницы, а также запланирован и сейчас на этапе заключения контракта у нас капитальный ремонт городской детской поликлиники города Назрань. Вся сумма денежных средств, направленных на реализацию регионального проекта в 2022 году, составляет более 140 миллионов. Провести диагностику и полное обследование больных, поставить полноценный правильный диагноз и подготовить пациентов к оперативному лечению на самом высоком уровне. Цель нацпроекта здравоохранения. Также он включает в себя и совершенствование оказания медико-санитарной помощи в населенных пунктах. На этом и собирается сделать акцент Минздрав региона. Дана Плиева, Хамзат Халухаев. Новости 24.